вас на своей кухне, где царит отличное настроение и творческий беспорядок. Бисквит – кондитерское тесто. От итальянского переводится как «печеный дважды». Я с этим согласна, ведь оно такое пышное и вкусное. Чаще всего с бисквитом готовят торты. Мы этим и займемся. Давайте с вами разложим инструменты, возьмем тару и начнем. Для того, чтобы приготовить торт, нам понадобится 6 яиц. Они у меня от бабушки. Итак, берем тару, берем тарелку. Итак, начинаем разбивать яйца. Сюда мы положим желтки, а сюда белки. Нам нужны сейчас белки. За время того, пока я отделяла желтки от белков, случилось несколько неприятных ситуаций. Из-за того, что желток, он мягкий, и его легко протаранить, у меня попал желток в белок. Это не катастрофично. То есть разные рецепты. Некоторые сначала пускают только желтки, другие только белки. Некоторые сначала сбивают желтки, а потом добавляют белки. И наоборот. А можно сделать так. Львиную долю добавить белки и пару желтков. А остальную часть мы далеко не убираем. Желтки нам еще понадобятся. Берем наш любименький миксер. Вот, вставляем туда насадки. Закрепили. Берем, немножечко поворачиваем. И начинаем взбивать до густой пены. Сначала с маленькой скорости. Переходим постепенно к средней. Вот такая пышная масса должна у нас получиться. И это только белки и пару желтков. Теперь добавляем остальные желтки. Вот так красиво они стекают. У нас должна получиться очень пышная пена. Примерно такая масса должна у нас получиться. Итак, после того, как мы взбили желтки с белками, мы берем сахар. Здесь у нас ровно 1 стакан. И делим его визуально на 3 части. И постепенно добавляем. Вот такая красота должна у нас получиться. Можно взбивать больше, можно взбивать меньше. Это все зависит от времени. Но, в принципе, нам достаточно 5-10 минут. Вот, после того, как мы взбили, у нас есть смесь муки, крахмала. И сейчас я добавлю щепотку ванилина. Ванилин можно добавить по желанию, но он даст такой приятный вкус в тесте. И все это перемешиваем, для того, чтобы у нас образовалась однородная масса. Что у нас осталось? У нас осталось тесто, пергаментная бумага, просеиватель и смесь муки, крахмала и ванилина. Теперь мы берем нашу смесь и аккуратно в просеиватель кладем. Конечно, желательно все сразу в просеиватель класть, но мы не додумались, поэтому немножечко кладем смеси, половинку где-то оставляем и просеиваем.
Итак, мы добавили всю нашу смесь, и теперь есть два выбора действий. Первое – это взять лопатку и перемешать аккуратно, двигаясь от края к середине. И второй способ – это взять миксер. Лучше использовать лопатку. Тесто получается шифоновым. Давайте попробуем. Начинаем. Аккуратно, двигаясь таким образом. Аккуратно двигая нашу лопатку, мы начинаем перемешивать. Делать это нужно довольно долго. Объясню почему. Потому что вам будет казаться, что вы уже давно все перемешали, но там будет таиться мука. Вот, у нас мука проявляется через какое-то время. Важно именно снизу брать и наверх идти, потому что здесь этой смеси довольно много. Примерно вот такое тесто должно у нас получиться. Дальше мы идем за формой. Теперь у меня появилось две формы. Итак, начнем с того, что можно наше тесто разделить на две части. И в каждую форму добавить половину. А можно сделать другим образом. Взять форму и налить туда все тесто. Так я и сделаю. Итак, у нас есть две формы. Пергаментная бумага. Берем нашу пергаментную бумагу. Берем форму и делаем примерно следующее. Отмечаем там, где нам нужно обрезать. Важная часть. Брать где-то на сантиметр полтора больше. И обрезаем. Обрезали. Пожалуйста, не совершайте мои ошибки и не рвите бумагу, потому что вы можете сделать примерно так. А так у нас вот здесь есть небольшой отрыв. Из-за этого маленького отрыва может потечь все тесто. Берем, кладем. Видите, у нас остается много-много места. Аккуратненько кладем нашу вещь. И у нас не должно быть никаких бугров, ничего, чтобы наше тесто не растеклось. Зажимаем, застегиваем. Вот так у нас должно получиться. Проверяем, чтобы у нас везде оставались вот такие вот часть бумаги. Теперь нам нужно смазать его маслом. Берем наше масло. Итак, и следующее, что мы делаем, чуть-чуть добавляем. Добавляем. Примерно где-то много не надо. Итак, и теперь можно двумя способами пойти. Можно взять кисточку и перемешать, а можно сделать так. Все-таки я лучше возьму кисточку. Мы берем и смазываем ею форму. Примерно таким вот образом. Следующее, что можно сделать, это нужно взять наше тесто. Аккуратненько. Еще раз проверить, чтобы там не было комков. И выливаем. Оно так красиво шипит. Итак, вот у нас здесь есть бисквит. И теперь нам нужно его отправить в духовку. Сначала нужно разогреть духовку до 170 градусов и отправить это тесто где-то на 40-45 минут. И убираем нашу часть. Техника безопасности. Как только вы приготовите, не нужно сразу открывать духовку. Нужно подождать минут 5-10. После мы берем наши варежки, аккуратно открываем духовку и аккуратно достаем наш бисквит.
который, к сожалению, идет с чем-то. Вот. Вот такой бисквит. Теперь, как только вы достали, долго держать его нельзя, желательно убрать на какую-нибудь подставочку. Но так как мы подождали минут 5-10, он у нас не настолько горячий. После того, как у нас получился бисквит, самое главное, не открывайте сразу форму. Объясню почему. Сейчас бисквит находится в таком состоянии, то что его очень тяжело обрезать. Даже если вы это попытаетесь сделать, это будет очень-очень трудно. Поэтому желательно оставить это тесто, то есть уже готовый продукт, где-то часов на 10, можно на ночь, можно на сутки. Я ставлю где-то на часов 10. А в это время мы с вами приготовим сметанный крем. Итак, для этого крема нам понадобится сметана, 1 пачка, в которой у нас 450 грамм, и 1 стакан сахара. Ну и, естественно, миксер с ванилином. Начинаем. Запускаем нашу сметану. Желательно это делать прям сразу брать отсюда, вот так вести и выливать. Можно взять чуть больше, можно взять чуть меньше. Кстати, вы знали то, что этот торт можно приготовить из 3 яиц. Но в таком случае надо брать все компоненты и делить на 2. То есть нам нужно брать 50% от этого торта. Аккуратненько так выдавливаем. Можно давить до конца, но можно оставить просто. Разницы особой нет. Вот. Вот такая масса у меня сейчас на данном этапе. Вы не пугайтесь, когда ваша сметана будет жидкой. Это нормально. Надо взбивать дольше, и тогда она должна загустеть. Но если у вас особо нет времени, то есть вы хотите побыстрее приготовить этот крем, то можно взять самый обычный загуститель для сливок. Да, он подходит даже для сметаны. Загуститель для сливок можно купить в любом супермаркете. Взбиваем дальше. Даже если наша сметана получится жидкой, я хочу показать вам второй способ: взять загуститель для сливок и показать, как быстро у нас она загустеет. Для чего нам нужна густая сметана, то есть густой крем уже на данном этапе? Для того, чтобы мы, когда будем выравнивать наш торт, у нас не текла она. И почему она жидкая получается? Когда ты добавляешь сахар, сахар делает так, что он разжижает смесь. И для того, чтобы ее обратно привести в состояние густоты, нужно взбивать минут 5 или 10. Берем загуститель для сливок. Ах, она тоже вкусно пахнет. Здесь у нас получается 8 грамм. В принципе, нам должно хватить одного пакетика. Делаем плавно, потому что если ты добавишь все сразу, чаще всего тебе придется брать еще один пакетик. Взбиваем. Вот. Вот такой вот у нас сметанный крем получился. Он увеличился в объеме. Что хочется сказать. Загуститель для сливок помогает. Но такого же результата можно добиться немножко дольше, взбивая. Вот. Можно взбивать дольше. Можно добавить туда сыр творожный. Можно добавить, например, творог. Получится тоже очень вкусно. Для чего вообще нужно делать это? Обычно крем используют именно в начинку, да? А выравнивают торт каким-то очень густым кремом.
так как у нас сметана будет, скорее всего, основным кремом, то есть мы будем делать все с ним, то есть и для начинки, и для выравнивания. Можно, еще раз повторюсь, использовать сыры, творог и еще разные вещи. Можно даже использовать сливки 33%, именно 33, потому что меньше у вас, скорее всего, не получится. Вот, примерно вот так оно должно быть. Можно обойтись без вот такой вот крутялки, ну или гончарного круга. Можно обойтись без вот такой вот картонной тарелочки. Для чего она нам нужна? Заранее сразу берем, потому что она поможет нам, да? Также можно обойтись без вот таких двух штучек, которые нам нужны для выравнивания. Эта штучка нам нужна для того, чтобы выравнивать здесь. Это для того, чтобы выравнивать здесь. Разрезаем. У нас здесь мы заранее уже обрезали. Вот. Вот такой вот у нас в разрезе. Бисквит аккуратненько кладем. Вот. Примерно так. Сейчас мы обрежем еще раз. Погнали. Делаем это максимально аккуратно. Пронзим. И пойдем вот таким вот образом. На самом деле, когда выравниваешь, гончарный круг очень помогает. А когда режешь, он мешает. Аккуратненько. Можно также обрезать старым добрым способом, это ниточка. Можно купить специальный прибор для того, чтобы обрезать торты. Итак, на первый слой можно положить то, что у тебя не очень получилось. На самом деле, такое бывает. Да, и чтобы такое восполнить, я специально обрезала неправильно. Для того, чтобы показать, что можно делать в таких случаях. Потому что я помню себя тогда, когда я не умела резать. И, скажу честно, мне получилось хуже. Вот. Поэтому специально обрезала для того, чтобы показать. Видите? Конечно, вот так притаптывать нежелательно. Объясню почему. Потому что, когда ты притаптываешь, уходит весь объем. Да. Можно также сделать, взять специальную такую вещь. Специальную прозрачную бумагу, я так называю ее. Для того, чтобы выравнивать было легче. Берем лопатку. Чистую новую лопатку. Берем наш густой крем. И аккуратненько где-то вот столько используем для нашего этого слоя. Да? Выравниваем. Да, в данном случае вот эти помощники нам не нужны. И да, если ты будешь делать это для дома, получается, родственники скажут, что это очень вкусно и очень клево. Сейчас как раз период самоизоляции. Прошу оставаться дома. Это очень важно. И да, можно, например, сделать тортик и угостить своих родных и близких. Потому что чаще всего на карантине что мы делаем? Правильно, ничего. А так можно весело и полезно провести время. Второй слой. Вот, я его тоже специально чуть-чуть неправильно дорезала. Вот, аккуратненько положили. Да, и желательно, чтобы у нас было ровно. Что делать, если у вас не ровно, не совсем ровно, да? Можно брать вот, сейчас достану, ту же самую вот такую вещь. Объясню для чего. Вот, поставили, застегнули, да? Она у нас немножечко больше, к сожалению, да? Вот, можно поставить, взять поменьше, например, форму даже. Ну и вот возьму на какую-нибудь такую часть. Берем снова крем. Показываю, как это работает. Вот. Кладем крем. И вот в этой части у нас будет теперь ровно, аккуратно, красиво, грамотно.
Вот. Там, где тебе, например, не хватает, ту же формочку возьмем, да? Немножечко аккуратненько приделаем. Ставим снова. То есть мы с вами так регулируем, даже если ваша форма будет чуть больше уже результата, да? Да, сейчас я делаю торт так, как бы сделал начинающий, например, тот же самый кондитер. Да, берем третью часть, можно разделить еще больше. Вот. Вот так подставляем. Начинаем. Здесь снова берем с вами крем. Кстати, можно вместо такого дизайна, да, который сейчас у меня, взять, например, красители. Как мы делали в прошлом выпуске про безе. Мы брали красители, и у нас получилось разноцветное безе. А в этом выпуске мы не будем добавлять красители, потому что все-таки белый цвет, он везде красивый. Да, аккуратненько так. И по-домашнему выглядит. На самом деле первый слой, он вот такой вот получается. Да, вот сейчас можно вытаскивать. Да? В принципе, может показаться, что что-то пошло не так. Вот здесь уже можно использовать наш гончарный круг. Аккуратненько так выровнять. Видите, может быть такое. У нас вот здесь возвышенность. Вот. Здесь у нас ниже, вот здесь выше. Но если вы будете делать этот торт часто, угощать своих родных и близких, то вы приноровитесь, и у вас будет красиво. Ну, а можно сделать так, как будто бы так и должно быть. Вот. То есть берем с вами немножечко, кладем, начинаем выравнивать таким образом можно, да? Можно без вот этих вот приспособлений. Но сейчас я покажу, как можно с приспособлениями сделать. Так. Берем наш огромный нож. Но это не нож. Это выравнивать, чтобы, да? Как будто бы Джеки Чан. Хлысь, хлысь. Берем вот таким вот образом. Кладем. И начинаем выравнивать. Крутя наш круг. Да, кстати, можно взять какие-нибудь фрукты, и это будет еще красивее. Можно взять орешки. Но я это вам покажу в декоре. Сейчас нам важно делать выравнивание. Вот, сметана, она сама по себе немножечко жидкая все-таки, и это видно. Но, в принципе, хоть чем, белый все равно будет вкусно. Рецепт проверен годами. Выравниваем, крутим. Вот. Нам и так пойдет, да? Вот, здесь мы выровняли. Желательно все-таки иметь какую-то подставочку для того, чтобы не пачкать стол. Вот. Берем с вами вторую часть. Да? Сейчас я уже сяду. Берем аккуратно вот этой лопаточкой. Вот так проходимся. Подключаем с вами. Кладем где-то на краю лопаточку. Вот такую вот. Для выравнивания делаем. Вот. Но и без таких приспособлений можно обойтись. Сейчас покажу. Берем. Клыц. Аккуратно. Проходимся. Это все зависит от того, насколько вы хотите перекрыть тесто. То есть наш бисквит, да? То есть я, например, хочу оставить вот так, такие вот пробелы. Чтобы было видно, что это очень вкусно, полезно. Вот. Может остаться крем. Крем в данном случае можно использовать нам на руку. Берем. Наливаем. Вот у нас еще сколько осталось. Берем лопатку. Ой-ой. Аккуратненько так раз. И тогда у нас получается идеально ровный, вкусный. И самое главное, насыщенный торт. Вот. Так.
делать можно, да? То есть можно не обязательно покупать все инструменты. Примерно таким вот образом. Да. А сметану я еще оставлю. А сейчас я покажу дальше, что можно делать с таким вот тортиком. Берем с вами орешки. Вот это самые обычные перемолотые грецкие орехи. И покажу вам украшение. Делаем с вами полукруг такой. Показываю как. Сейчас, сначала мы добавляем наши вот такие вот компоненты, так сказать, да? Вот таким вот образом. Чтобы это выглядело довольно красиво и грамотно. Да. Кстати, может потечь. Что в таких случаях делать? Аккуратненько брать и дорабатывать. Да. Или брать все-таки миксер и до конца доделывать. Вот, после того, как я чуть-чуть доделала работу, в плане того, что я добавила орешки, да, берем на данный момент яблоко, банан, улыбка и мандарин. Покажу, как можно это все грамотно расфасовать, чтобы получилось красиво. Разрезаем наше яблочко, не жалеем. Да. Перережем следующим образом. Аккуратненько на долечки. Может что-то упасть, это мы уже не трогаем. Если что-то у нас упало, все, это мы убираем. Теперь показываю, как можно это все украсить. Можно подставлять вот таким вот образом. Можно подставлять вот таким вот образом, да? Можно по-любому. Но я сделаю примерно так. Положу их на бочок. Вот так. А вот такие вот, которые вот краюшки, их можно класть просто вот таким вот образом, да? Сейчас с вами доработаем эту часть. Берем снова чуть-чуть яблочко, разрезаем. Снова кладем наши яблочки. И да, и краешек все-таки доделаем с вами таким вот образом. Да. Примерно так может получиться. Можно поменять направление, да. Вот. Можно вот так поставить. Например, посередочке. Берем банан. Все перед использованием моем. Даже банан и мандарин. Открываем. Нам много не надо. Лайфхак показываю. Берем половинку шкуры, половинку оставляем. И тогда мы как бы все аккуратненько используем, да? Беру где-то вот столько. Оп. Вот. Вот так вот у нас все выглядит. Убираем такие вот шкурочки. Да. И начинаем дальше. Берем и продольно режем. Сделаем пару таких вот надрезиков, и я покажу, как их можно подставить. Да? Вот можно вот сюда, можно вот сюда. Но все-таки я лучше поставлю их вот так. Длинные можно обрезать напополам, да, и вот поставить. Сейчас покажу как. Вот так вот. На самом деле не особо вижу, что делаю. Надеюсь, что все красиво, да, грамотно. Так. Обрезаем. Берем, клеим. Таким-то образом. Но это уже ваше дело, как вы будете украшать. Можно брать побольше, поменьше. Вот. А можно делать примерно следующее. Оп. Берем с вами, грубо говоря, половинку целого банана. И просто кладем. Да, мы не жалеем. И делаем красиво. Сейчас пошла мода на такое, что ты берешь и просто кладешь целую часть. Да, это красиво, но это больше идет именно с ягодами. Вот очистили снова с вами, да? Желательно взять мандарин у нас очищенный полностью.
то есть без косточек, да, и вот. И берут именно без каких-то дополнений. Вот так вот можно украсить. Это так по-домашнему украшают. На самом деле можно сделать шоколад. В каком-нибудь из выпусков я покажу, как тампонировать шоколад. И сейчас мы делаем с вами вот такую вот работу. И вот здесь, например, что-то можно написать. Но есть еще один лайфхак. Берем, режем и, например, сделаем какой-нибудь вот такой вот отрезик. И это будет, так сказать, вишенка. Почему вишенка? Потому что это будет основная вещь. Можно взять яблоко. Яблоко докончим. Берем, доделываем работу. У нас вот так она отлетает. Да. Ну вот, и все. И всем пока.